Ингушская делегация во главе с сенатором Биланом Хамчиевым прибыла в Королевство Саудовская Аравия. Встретились с генеральным секретарем торгово-промышленной палаты Наслан Ибрагим Дахланом, заместителем председателя Зият Вассам Аль-Вассамом и представителями местного бизнес-сообщества. На встрече прошла презентация инвестпотенциала Ингушетии. Министр экономического развития Ингушетии Умалат Таршхоев детально представил все проекты, предлагаемые инвесторам Аравии для совместной реализации. Материал был с интересом воспринят саудовской стороной. Здесь же стороны обсудили возможности взаимовыгодного экономического сотрудничества. В мае текущего года генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества доктор Юсуф бин Ахмад Аль-Усаймин посетит Россию. В этой связи руководитель делегации сенатор Хамчиев от имени главы Ингушетии предложил в рамках данного визита посетить и Республику Ингушетия. Также делегация договорилась с управляющим директором Сайфаллах Шарбатли компании «Шарбатли» о поставках в скором времени пробной партии сельхозпродукции в королевство. «Шарбатли» является крупнейшим импортером фруктов в Саудовскую Аравию. Имеет широкую дистрибьюторскую сеть по всей стране. Первым хотел выразить вам благодарность за то, что вы высказали свои уважения, за то, что вы высказали соболезнования по поводу трагедии, которая была в России. В прошлом году у нас состоялся визит в Королевство Саудовской Аравии во главе с главой республики. بشرط الناس يتم زيارة لوفد الإنجوشيا جمهورية إنجوشيا بقيادة رئيس الجمهورية. И на встрече с правителем Дух Святым королем Саудовской Аравии и наследным принцем была достигнута договоренность, что мы в ближайшее время посетим королевство с бизнес-делегацией, с бизнес-сообществом Республики Ингушетия. Мы уже вчера встретились в торгово-промышленной палате, презентовали ряд серьезных проектов, которые могли бы заинтересовать саудовскую сторону. Имени главы республики хотел бы тоже предложить вам, чтобы вы нашли время посетить Республику Ингушетию. На территории Ингушетии имеются 3 промышленные площадки с готовыми инженерными коммуникациями, территории которых предоставляются для реализации инвестиционных проектов. Сегодня в своей презентации я хотел бы уделить особое внимание 4 проектам в отрасли агропромышленного комплекса. Проект предусматривает закладку интенсивного яблоневого сада на шпалерной опоре с капельным орошением на площади 1100 гектар и строительство оптового распределительного центра на 60 тысяч тонн единовременного хранения сельхозпродукции в холодильных камерах с регулируемой атмосферой и динамичным охлаждением, оснащенного современным оборудованием с цехом товарной обработки и упаковки фруктов мощностью 320 тонн в смену. Государственная поддержка указанного проекта – это предоставление налоговых преференций. Сроки реализации проекта 2014-2019 годы. Объем производства более 60 тысяч тонн фруктов в год. В настоящее время заложен интенсивный сад на площади 600 гектар. Введены в эксплуатацию и задействованы холодильники мощностью 6,5 тонн. Ведется монтаж 6,5 тысяч тонн. Ведется монтаж оборудования для ввода в эксплуатацию до 1 августа текущего года холодильных камер еще на 38 тысяч тонн единовременного хранения.